Это третья уже. Во вторую донку ничего не попалось. Сейчас еще этот проверим. И по пути остается еще 3 донки там. Чуть выше избы. Тут тоже пусто. Да, пустота. Ну, бывает и такое. Запутался пацанчик. Второй живой. Иду прям посередине реки, и смотрите, глубина какая. Вон. Там местами вообще на лодке не проехать. Мужики говорят, здесь на повороте очень тоже мелко. Воды нету. И вчера вот общались с рыбаком, который ночевал у меня. Тоже говорит, на болоте вообще воды нету. Медведи, говорит, копают, чтобы до воды добраться. Даже, говорит, лужи нигде. И вообще лес, говорит, вообще высох. Ручьи высохли. И вот смотрите, какая картина тут. Откуда может быть у нас много рыбы? Вот. А рыбаков много, рыбы мало. Потому что время есть сейчас у людей рыбачить. В основном рыбалкой и охотой занимаются, так как свободных времени много. Вон, вся река такая. Здесь вот на повороте более-менее омут будет. Вот туда я и иду. Там еще попробую, посижу с удочкой. Если нет, так развернусь и сразу газку до избы. Ну, по пути также буду рыбачить, в принципе. А время тратить на рыбалку уже, чтобы еще дальше я не пойду. Вот. Так что попробуем тут. Может, какая рыба и клюнет. А здесь вообще глубина такая была, блядь, по 5 метров. Я не знаю, что стало с рекой. Да. Чему удивляться, если сейчас уже раньше как водоохранка была. Определенное расстояние вообще вдоль реки не разрешали вырубать лес. А сейчас похорону все дают, все. Вырубают, почти до реки доходят делянки. Вот. Так что ничего хорошего лучше не ожидать, не ждать. Все будет сохнуть. Этот процесс не остановить. Ну, может, лето такое в этом году, что перебор жаркое, но с мая месяца и все лето практически дождя не было. Тоже может быть. В Краснодарском крае, вот там Сочи, туда-сюда, там вот обильные дожди, а здесь наоборот все сохнет. Но терпимо, терпимо еще. Местами как-то дожди были кратковременные. Вчера еще. Сегодня, то есть ночью было. А в Якутии, если взять, вообще дождя нету. Кругом беда. Где-то сохнет, где-то наоборот потоп. Вот такие коряги я и буду проверять. Посмотрим, может удастся кого-нибудь дернуть еще. Надо, самое главное, надо попасть. Вот это, где окунь стоит. Если попадешь, поймаешь. Если нет, так искать и искать. Это самое главное, это найти. А потом уже, если ты найдешь, окунь не капризная рыба, в принципе. Он попадает. Он любопытный, он жадный, и он попадет обязательно. Пара-пара-пара-пам-пам-пам. Ой-ой-ой. Такс. Ладненько. Ладненько. Ну, тоже уже не глубоко тут. Глубины нету. Для окуня надо глубина и коряги.
Вот такие окушки бывают попадают. Опа. Что-то поклевкой 2 или 3 раза было, и ну, да, 2 раза. И никак не получилось поймать его. Не клюет, ребят. Я уже спускаюсь потихоньку. Поднимался вон до туда. Ни одной поклевки, ничего нет. Ну, попробовали. Уже знаем, что не клюет. Тут удобно сидеть. Жалко, что не клюет. Здесь раньше мы с Никитой, наверное, были. Попадали на окуня. Здесь не крупные были. Ну, меньше этих. Ну, прилично тоже наловили там в тот день. А так, здесь мне особо и не везло. Хотя места хорошие были, коряга очень много было. Зацеп за зацепом, блядь, ломаешь крючки. Сейчас вообще что-то я не попал. Тулан там ждет. Вот. Хорошо прояснилось. Я думал, дожди будут. Вроде и ветер чуть-чуть поменялось в южную сторону. Не хочет брать рыба и все. Опа, матросик. Матросик попался. Тройничок. Сейчас как бы от коряга уже отъехал. Иди гуляй вообще. Просто вот так балуюсь. Кидаю и лодка плюет, я тоже вот по пути. Вековые коряги. Берег с берегом, с корнями ушло это дерево, и до сих пор он так плюет потихоньку весной большим течением. 6-я донка, последняя. Пока ничего не попалось, но и тут тоже пусто. Смотрю, не размотано ничего. Короче, ни хрена не попалось больше. Только из 6 донок только 1 окунь. Все. Рыбалку на сегодня будем заканчивать. Как ни крути, но красиво. В принципе, пускай так и будет. Каменистое дно тут. Быстрое течение. По осени тут несколько хариусов точно будут стоять. Может, еще на спиннинг удастся поймать. Но на сегодня я рыбалку закончил. Хватит. Что попало, то попало. А попало нам 4 окуня, все. И вчерашние 3. Очень большая, ком и жарко будет. Настоящее жаркое.
Ну вот, ребят, это вчерашний улов. Вот такие рыбины. Крупные и стандарт. Хорошенькие, одним словом. И сегодняшний, вот сейчас я покажу. Вот этот попалась на донку, тоже крупный. И вот эти попались на крючок. Все вам я показал. Вот. Ну и хранить самое хорошее, это как холодильник. Это из бересты сделано. Туис так называемый. Вот. Это мастера в нашем селе есть, которые делают это туиса. Он холод держит. И я не знаю, как вот волшебство одно. Из бересты все это сделано. Из бересты и кусок доски там. Вон. И рыба дольше не портится. Как бы хранится лучше. Вот такой. Ну, примерно тут 4 литра, наверное. Ягоды можно хранить. Грибы засолить можно сюда. Он воду нигде ни щелин, ничего нету, не пропускает. Вот так с точностью до миллиметра все как-то сделано. Я это не умею делать. Вот. Грибы засаливают. Ну, раньше, когда еще ведер не было, пластика не было, эмалированных ведер, железных ведер не было. Все пользовались этими туисами. Бересты, из бересты все делали. Плотно закрывается крышка вот так. Вот. И ручка. Всегда с собой охотники на охоту, на рыбалку возили вот такие туисы. Вот так нехитро сделано. Ручная работа. Вот. Ну, примерно так, ребят. Я тоже здесь, сюда как бы засолю, и уже ничего с ним до сегодняшнего вечера не случится с рыбой. Ну вот, ребят, мы уже пошли в тайгу. Взял ведра, 2 ведра. Один для черники, куда я буду собирать чернику, и второе ведро еще. Здесь 2 места есть, где можно найти эти лисички, грибы-лисички. Это по пути все будет. Так что, может, что и наберем. Ну и надо все равно посмотреть, черника есть или нету. Очень сыро тут. Вот солнце не попадает и ветра нет. Вон, смотрите, ночной дождь, все висит прям. И, как сказать, я потерял тропинку. Левее ушел, оказывается. Зачесы надо обновлять уже тут. Зачесы старые. Вон они. Шел. Вот. Для соления грибы пока не вижу, хотя тут самое то. Здесь очень много я собираю вот в этих местах. Так, большое ведро взял, блин. Зимние капканы у меня. Зимой ставил. К сожалению, никого я не поймал. Но вот один для соления. Рыжик или кто он такой. Но их тоже собирать сегодня точно не буду. Потому что самое главное нам найти лисичек. Хочется еще жареные грибы. А для соления это тоже вон. В принципе, выход-то небольшой был. Рыжики-то выходили. Ладно, здесь будет место, где эти лисички-то уже должны быть. Одно место вот тут, недалеко.
Ну вот, я не ошибся. Это на обратном пути буду собирать. Смотрите. Вон они. Лисички. Вот небольшая кучка тут есть. Ну, еще метров 50, наверное. Дальше пойдем. Там очередная кучка. Кроме этого, я еще вспомнил. Чуть подальше, конечно, но можно сходить. Где еще мы найдем? Тропинка уже исчезает. Просто вот еще для соления грибы. Это путники, наверное. Хорошие, между прочим. Но от сухости погоды вот подсохла. А так они слизью, вот тут она слизью. Очень хорошие, вкусные грибы. Вот это действительно уже запах настоящего соленого для соления гриба. Вот это да. Вот если это замочить в воде и посолить, действительно вкусный гриб. Это путник называется. Или же, если я ошибаюсь, то ульничак еще по-другому у нас. Но они чем-то похожие. Этот наверное, ульничак. Потому что путник, он чуть-чуть коричневее. Шляпка, даже синеватая какая-то вот. Вот 2 гриба, блин, так жалко это оставлять даже. Но их мало. До сюда только 2 штуки. Через недельку, если получится поход, уже буду собирать вот для соления грибы. Вот. Потому что уже рано или поздно дожди начнутся. Ну и картошку копать, блин. Даже. Вот вторая куча. Здесь побольше участок. И лисички тут наберем мы, в общем. Вон они. Вон сколько их. Почти пол ведра тут будет. И чуть дальше там еще есть. Ладно, одно ведро я здесь оставлю. Это ведро ставлю. Вот. На обратном пути буду собирать. Вон, прям под ногами они. Я знаю эти места, что, где, как растет. Вот. Там дальше уже, только если для соления грибы. А лисички здесь вот я ни разу не видел. Их нету тут. Пустыми все равно обратно не пойдем. Вон еще какой-то гриб. Ой, не густо, ребят. Ой, не густо. Единицы. Для меня это мало. Я люблю оптом брать. То количество, сколько тут я... Ну, фиг знает, начать, не начать, потом собирать их. Что-то урожая здесь мало. Ну, вкусный, спелый уже. Обошел я этот пятачок, где обычно мы собираем. Ну, стыдно даже показывать. Вон оно. Надеюсь, видно. Вон. Одним словом, надо смириться, что уже в этом году все, сезон прошел, и просто ягод нету. Видно, что тут людей не было, следов я не вижу. Медведи тоже тут не водились, а ягод может быть даже очень даже может быть, что боровая птица здесь обитает и просто ест, кормится. Вот и все дела. Что еще добавить? Нету. У меня ведро там на пне. Вот оттуда я здесь прошелся, вот здесь. Обычно вот тут. Этот участок нам ведро, большое ведро.
10-литровое ведро. Небольшой участок, но чернику мы каждый год, в принципе, собираем. Может, чуть-чуть я опоздал, действительно, птицы все съели, фиг знает. Ну и хрен с ним. Вот, там болото очень большое. Тулан как-то тоже. Этот, как его, без интереса как-то бродит туда-сюда. Ладно, сейчас тут яговый участок. Схожу туда и, как сказать, побродим там, грибы посмотрю, фиг с ним. Не хотел, а глянем. Может найдем, наберем что-то.